Добрый вечер, уважаемые зрители канала Саулк Лайф. Меня зовут Байгожа Абдайхан. Я врач-уролог-андролог. И мужская репродуктивная система сегодня станет нашей темой обсуждения. Поговорим о том, из чего она состоит, как это все работает, разберем базовые нюансы анатомии, физиологии и немного поговорим о половом созревании. Что же такое мужская половая система? Это комплекс взаимосвязанных органов, который выполняет репродуктивную функцию, то есть обеспечивает способность человека к размножению. С точки зрения физиологии это три основные функции. Это выработка мужских половых гормонов, образование и созревание сперматозоидов, а также доставка семенной жидкости до женских половых органов. К мужским половым органам относятся это половой член или пенис, яички или по-другому семенники, тестикулы, их придатки, семявыносящие протоки, семенные пузырьки, предстательная железа и бульбоуретральные железы. То есть, как вы видите, половых органов гораздо больше, чем мы себе представляли. Их существует очень много разных классификаций по происхождению, по функции, виду функций и так далее, но нам с вами достаточно знать того, что они есть внутренние и наружные. Итак, сразу наружные мужские половые органы, в первую очередь это половой член или по-другому пенис, это орган, предназначенный для выведения мочи и для извержения семенной жидкости, то есть спермы. Состоит из трех частей. Из корня, этой частью член прикрепляется к лобковому симфизу тела, и головки. Головка прикрыта складкой кожи, которая называется крайняя плоть. В этой крайней плоти есть специальные железы, которые вырабатывают свой секрет, и поэтому мамы маленьких мальчиков могут заметить, что под крайней плотью может собираться какая-то смазка, смегма, такой желтый налет. Это ничего страшного в этом нет, это физиологический процесс, просто надо периодически его убирать. Процесс удаления крайней плоти и сечения ее называется обрезанием или по-медицински циркумцизией. Это полноценное оперативное вмешательство, которое должно проводиться в соответствующих стерильных условиях, соответствующими специалистами, имеющими на это юридическое право. Циркумцизия проводится по религиозным и по медицинским показаниям. Если по религиозным, тут все понятно, то медицинскими показаниями могут стать частые инфекции кожи полового члена, может быть фимоз, парафимоз. Это такие состояния, когда эластичность вот этой крайней плоти снижается, и она начинает сдавливать головку полового члена и приводит к нарушению кровоснабжения. У обрезания есть преимущество. После обрезания снижается риск заражения инфекцией, передающейся половым путем, ВИЧ, вирус папилломы человека. На 50% снижается риск заразить своего постоянного полового партнера тем самым вирусом папиллом человека, который у женщин в исходе может привести к развитию рака шейки матки. У самого мужчины снижается на 70% риск развития рака полового члена. И после устранения крайней плоти снижается чувствительность полового члена, что позволяет совершать больше фрикций и пролонгировать половой акт. При этом качество и яркость оргазма при этом не снижается. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что обрезание – это полноценное оперативное вмешательство, которое должно проводиться в соответствующих стерильных условиях с специальными медицинскими инструментами и специалистами, у которых есть лицензия на проведение данной процедуры. Часто бывает такое, что у мальчика есть патология полового члена, это, например, скрытый половой член, и это решается хирургическим путем, то есть во время проведения обрезания проводится одномоментная пластика полового члена, поэтому для того, чтобы избежать проблем в будущем,
надо обращаться к квалифицированным специалистам. Половой член внутри состоит из трех таких камер, трех тел, два пещеристых или кавернозных тела и одно губчатое тело. Чтобы вы понимали, примерно на разрезе это напоминает такой пористый шоколад. Это такие маленькие камеры, которые во время эрекции заполняются кровью и обеспечивают, получается, увеличение полового члена. Как у любого органа, у полового члена есть свои сосуды. Сосуды, которые приносят кровь к половому органу, артерии, и вены, которые обеспечивают отток крови из полового органа. Вот. Это нужно знать для того, чтобы понимать механизм эрекции. То есть во время эрекции, когда появляется какой-то возбуждающий сигнал, головной мозг передает информацию в половой член, тут увеличивается артериальный приток, закрываются венозные клапаны, и получается вот эти все кавернозные тела наполняются кровью. За счет этого обеспечивается эрекция полового члена. Это очень сложный механизм, и нужно это знать для того, чтобы не заниматься самолечением, если вдруг у вас возникли какие-то проблемы с этим процессом, не принимать какие-то сомнительные препараты, и для того, чтобы вообще понимать, что сосудистый фактор очень важен, как вы знаете, алкоголь, курение и другие вредные привычки всегда влияют на сосуды, и поэтому это может привести к эректильной дисфункции, то есть в простонародье к импотенции. Что еще про половой член? Половой член, угол, форма, кривизна – это все индивидуально. То есть, если вы видите какие-то особенности, что как-то искривлен и так далее, это не обязательно может быть проблемой. Если у вас безболезненная эрекция и вы способны совершить половой акт, то значит это норма. Если же есть боль при эрекции, то тогда надо обратиться уже к специалисту. Мошонка. Мошонка – это как бы не орган. Мошонка – это кожно-мышечное вместилище для яичек. А яички – это мужской половой орган, парный. Мошонка – вот это кожно-мышечное вместилище для яичек, разделенное перегородкой в каждой из половин, которой находится одно свое яичко с его придатком. То, что для чего это нужно знать? Потому что бывают такие состояния, когда яичко не опускается в мошонку. То есть она изначально не находится там. Она спускается туда в период, пока плод находится, в общем, в периоде беременности. Поэтому мальчика обязательно должен осмотреть хирург на предмет неопущения яичка, и в зависимости от того, где оно находится, там уже выбирается соответствующая тактика. Бывает, что это тактика выжидательная, то есть яичко может в течение 1-2 лет само опуститься. Если же этого не происходит, то обычно прибегают к хирургической фиксации яичка в мошонке. То, что яички находятся как бы вне туловища человека, этому есть очень простое объяснение. Дело в том, что в яичках образовываются и созревают сперматозоиды. А для того, чтобы они образовывались, созревали как бы нормально, функционирующими, активными и так далее, нужны соответствующие условия. То есть температура яичек должна быть чуть-чуть меньше на 1 градус, чем температура тела. И как бы мошонка выполняет так называемую функцию терморегуляции. То есть если температура окружающей среды слишком холодная и есть риск того, что яички охладятся, мошонка начинает сокращаться, сжиматься и подтягивает яички к телу человека, чтобы яички могли взять тепло от тела. И, соответственно, при теплой температуре, наоборот, мошонка опускается, и
тем самым происходит охлаждение. Вот. Вот вы видите на картинке это яички, сверху к ним как адаптер прикрепляются придатки яичка. Придатки яичка — это тоже часть мужской половой системы, в которой которые придатки собирают образованные в яичках сперматозоиды. В придатках эти сперматозоиды дозревают и пополняются они семенной жидкостью и отправляются в свой сперматозоиды со спермой отправляются в свой, получается, как бы дальний путь в мочеиспускательный канал. От придаток яичка по семявыносящему протоку сперматозоиды идут к семенным пузырькам. В семенных пузырьках как бы выделяется жидкость, которая служит источником энергии для сперматозоидов, для того, чтобы они могли добраться до адресата. Далее сперма вместе со сперматозоидами выходит в мочеиспускательный канал через семявыносящий проток, который находится в простатическом отделе уретры. Что здесь интересного можно заметить? То, что один канал служит и для выведения мочи, и также для извержения спермы. Но одновременно это произойти не может, потому что клапаны, которые регулируют мочеиспускание и семявыносящий проток, работают по принципу как бы обратной связи. То есть когда работает один, другие не работают, закрываются. И поэтому возникают трудности у мальчиков, у мужчин помочиться во время эрекции. И вообще желательно, если во время утренней эрекции дождаться ее спада и затем только идти и мочиться. В целом это все, что связано с мужскими половыми органами. Дальше мы с вами разберем очень интересную тему. Это половое созревание, или, как вы могли слышать, пубертатный период. В целом пубертатный период у подростков всегда протекает по одному сценарию, и в нем как бы выделяют 5 стадий. И все же в каждом конкретном случае этот сценарий может проигрываться по-разному, в разные сроки, с разной скоростью, ведь каждый ребенок, он индивидуален, и на него влияет уникальный набор генетических, не только генетических, еще и внешних факторов. Возраст начала пубертата тоже очень вариабелен. У мальчиков он в среднем начинается в 9 лет. 9 может начаться позже, от 9 до 14 лет. Завершаются эти процессы в 15-17 лет. У кого-то созревание проходит очень быстро, там, допустим, в течение года, а у кого-то постепенно, в течение всего того срока, который я называл до этого. И оба варианта норма. Не надо искать здесь никакую патологию. Что еще? У мальчиков половое созревание начинается на 2 года чуть позже, чем у девочек. Про механизмы мы не будем, наверное, говорить. Это очень сложно и нудно. Обсудим, я вам расскажу, что может влиять на половое созревание, какие генетические и внешние факторы. Ученые сейчас сходятся на том, что генетика в 50-80% случаев определяет то, как будет протекать пубертатный период у мальчика. Если у отца он протекал быстро, рано начался, за год закончился, то и у ребенка будет то же самое, с наибольшей вероятностью. Этнические какие-то факторы влияют на пубертат. Из внешних факторов это особенности питания, это психологическая атмосфера в семье, размеры тела в детстве и, в принципе, конституция тела, то есть объем жировой ткани в организме. То есть чем больше жира в организме, тем длительнее будет пубертат, и
есть вероятность, что он начнется позже. Также на половое созревание могут влиять какие-то вещества, с которыми мы встречаемся в окружающем мире. Там всякие пластмассы, бисфенол и так далее, которые негативно влияют вообще в принципе на мужскую половую систему. Поэтому очень важно смотреть на состав, на качество игрушек и всего того, с чем соприкасается, с чем взаимодействует ваш ребенок. Пубертат условно разделили на 5 стадий. Был такой ученый, специалист по детскому развитию, британский эндокринолог Уильям Таннер. Он выделил 5 стадий, и это назвали шкалой Таннера, или по-другому рейтинг половой зрелости. И вот первая стадия называется препубертатом. Там внешне никаких изменений почти не происходит. Здесь только начинается подготовка тела к предстоящим изменениям. То есть головной мозг только посылает сигналы, начинается выработка гормонов. И, как я уже сказал, вторые половые признаки пока отсутствуют. Половые органы выглядят точно так же, как и в детстве. Далее уже второй этап. На второй стадии вырабатываются половые гормоны, они начинают влиять на тело, вызывают уже начальные изменения. В среднем процесс начинается где-то в 11 лет, увеличиваются яички, увеличивается мошонка, мошонка начинает менять цвет, приобретает такой красноватый оттенок. У основания полового члена могут появиться первые лобковые волосы. Далее это третья стадия. На третьей стадии внешние изменения продолжают усиливаться, одновременно происходит скачок роста. То есть в среднем на этом этапе рост увеличивается на 5-8 сантиметров в год. Третья стадия обычно начинается в 13 лет. Яички и мошонка продолжают расти, длина полового члена увеличивается. На третьей стадии важно обратить внимание на молочные железы. То есть у мальчиков может произойти увеличение молочных желез. Это называется гинекомастия. Но это состояние не страшное, то есть оно обычно приходящее, транзиторное. То есть в течение 1-2 лет эти изменения должны уйти полностью. Если же это не произошло, только тогда надо обращаться к специалисту. На третьем этапе в этом возрасте у ребенка начинаются полюции. Полюции – это самопроизвольные эякуляции по ночам. Вы можете обратить по следам на трусах у ребенка. Также на третьей стадии начинается изменение голоса у ребенка, но он еще не становится окончательно грубым, он ломается, то есть могут происходить скачки, то высокий, то низкий. Увеличивается мышечная масса, волосы в области половых органов рост волос усиливается, они начинают завиваться и переходят полностью на лобок. В четвертой стадии признаки полового развития продолжают нарастать, происходит множество изменений. Примерно начинается это в возрасте 14 лет. Половой член, яички, мошонка продолжают расти, увеличиваются. Цвет мошонки становится более темным. У ребенка начинают появляться волосы в подмышечных впадинах. Могут появиться первые акне, то есть высыпания. Голос становится окончательно низким, и у ребенка может уже появиться свой специфический запах пота. И пятая стадия, завершающая, приходится примерно в среднем на возраст 15 лет. На пятой стадии половой член, яички и мошонка уже достигают тех размеров, что и у взрослого мужчины. Волосы уже полностью покрывают лобок, переходят на бедра, в подмышечных впадинах растут волосы, а также может появиться растительность на лице. Рост в высоту замедляется, но полностью не останавливается. Обычно он останавливается полностью
к 18 годам. В принципе, это все стадии полового созревания. Хочу еще раз напомнить, что шкала Таннера носит ориентировочный характер, как я уже говорил. Все процессы в нашем организме индивидуальны. То есть у ребенка может начаться позже, пройти быстрее, чем у других детей, поэтому очень важно следить без паники и вовремя обращаться к специалисту. Если коротко, еще раз, за 5 стадий пубертата происходят основные моменты. Это увеличение размеров яичек, полового члена, появление растительности поэтапно от лобка до подмышечных впадинок и до растительности на лице. В возрасте 13 лет у ребенка может слегка увеличиться грудь. То есть это не повод для паники, это состояние, как я уже сказал, транзиторное, оно само по себе уйдет потом. Меняется у ребенка голос, увеличивается мышечная масса, могут появляться высыпания на лице, появляется характерный запах тела. И так как идет выработка мужских половых гормонов, у ребенка может измениться поведение. То есть будет повышенная агрессия, эмоциональные всплески, поведение будет называться бунтарским. Поэтому вы должны все это знать при работе с подростками, ну и даже со своими детьми. В принципе, это все, что касается мужской половой системы, полового созревания. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать в комментариях. Я постараюсь на них ответить.